Ну, я уже работаю на маркетплейсе уже как 3 года. Это Wildberries, да? Да, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. И мы все деньги просрали. Объявлений тысячи штук одинаковых. Тысячи? Да, тысячи объявлений одинаковых. Куда бы клиент не тыкал, он попадал именно на мою страницу. Около полугода разрабатывали и работали над одним и тем же продуктом. Тогда еще тоже Люблино и Садовод, в этих местах никто и не знал, можно сказать. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами в Москве и будем знакомиться с предпринимателем, который родом из Якутии и проходит настоящий американский путь. Вот как раз Максим сам подошел, Максим Бравин. Его оборот в маркетплейсах в год 1 миллиард рублей. Ты сегодня покажешь свой офис, Да. поделишься. Сейчас пойдем в офис, Да. а потом на склад. На склад, да, и поделишься тем отрывком пути, который ты на сегодня прошел. Максим, привет. Привет. Ага. Я вот когда увидела твой подкаст с Джолустаном, меня очень сильно впечатлила твоя история переезда в Москву. Поделись, пожалуйста, с этой историей с нашими зрителями. Я же рассказывал, да, что переехал с 5000 и с одним партнером. Мгм. Вот. У нас был тогда один проект сезонный, очень сезонный. Это новогодние подарки. Слышали, наверное, Чесхан, новогодние подарки. Да. Да, это вот наш проект. Мы сначала в 2014 году вместе с Камильком, с Ольгой Григорьевной, работали, да, и продали тогда 20 тысяч единиц подарков. Мы хотели повторить этот успех, и в 2015 мы реализовали вот, уже с Чесханом, вот, самостоятельно, да. Продали в районе 50 тысяч единиц подарков. Там такая история, что собирается команда, да, человек там 20-30, и потом распускается. То есть собирается именно в момент сезона, да, человек 20. Как вот, продажа фейерверков. Да. И вот наша, ну, эта история, в общем, не очень нас как-то устраивала, да, нам хотелось бы более такого всесезонного направления, вот, и большого масштабного объемной истории, вот, когда там не нужно там собирать, а потом распускать, да, вот. И в целом искали такие проекты, но именно вот в Якутии именно вот объем нас не очень устраивал в плане того, что там, ну, 400 тысяч всего человек, и что можно продавать там в больших количествах. И постоянно. И постоянно, да. Вот. Ну и вот Москва. Ну, обидно, да? Нет, вы же до этого работали. А почему, когда переезжал, 5000 было? Ну, там была большая дебиторка. Мы же там брали тендера, большие какие-то, вот брали президентскую елку, там 15 тысяч, по-моему, детей, да. Все свободные средства вложили именно вот госзаказы. А госзаказы, они какие-то, ну, то есть медленные деньги. То есть нужно сначала поставить, потом расчет там в течение 3 месяцев. То есть потом эти деньги должны были вернуться, да? Да, вернуться, да. Да, и плюс еще розничные сети, мы работали через вот сети Камилек тоже, и разные розничные магазины, и продуктовые магазины. Они тоже, у них расчет где-то в районе квартала вот был. И 5000? Да, и 5000, надеюсь, на эти деньги как бы мы уже улетели туда. Вот. Но здесь самое же, вот когда ты прилетел сюда, был один из самых кризисных периодов в твоей жизни, да? Да, это был вообще, это был ужасный момент. Вот. Ну, я тогда знал, что я точно 100% у меня все получится, да, и я рассматривал это движение как квест. Как квест, да? Да, как квест, как фильм, там, как... Ну, было просто прожить этот момент тоже нужно было как-то Ну, по-особенному. расскажи, как ты жил в хостеле, как ты работал курьером. Это же вообще просто история, которая, мне кажется, должно давать очень большое вдохновение людям, которые проходят кризисные моменты. А предпринимательство – это путь всегда про кризисы и преодоление этих препятствий. Ну, прилетели мы сначала, приземлились в хостел, да, остановились в хостеле, это на Арбате, там одно койко-место 700 рублей, там 14 человек в комнате, одна маленькая тумбочка, и там мы жили где-то около месяца.
Потом подумали, что это очень дорого, потому что на Арбате... Я вообще в Москву тогда не знал, да, и мне казалось, что я, наоборот, где-то далеко от центра живу, хотя это мы жили на Арбате. Вот. А потом посчитали, и вместе с партнером там сколько? В районе 50 тысяч, что ли, в этом районе, да, аренда обходится в месяц. И решили там на Бауманской переехать. Переехали на Бауманской, значит, там уже аренда койко-места там 600 рублей как бы, в сутки, и на двоих 1200. Но это опять-таки дорого было как бы, в то время, да, когда ограничены были в финансах, да, и возможностях. Вот. Потом что-то все равно не получается, как бы в проект мы же все равно вкладываем, да, деньги. Мгм. Там не получается. Ну, быстро перестроиться под Москву было сложно для нас А какие первое время. были попытки? Что делали за этот Ну, к период? примеру, например, тут есть уже большие сети. То Мгм. есть мы хотели повторить тот же успех, что в Якутске, да, Мгм. и с новогодним подарком уже хотели зайти в рынок Москвы, но Мгм. тут немножко специфично. То есть есть Ашан сети, которые реализовывают, да, в массу. То есть тут возможно было работать только с B2B, Мгм. а с B2C тут невозможно было. То Мгм. есть B2C все покупали там с больших гипермаркетов. Вот. И приходилось с B2B работать. А, И тут B2B, они как-то очень сложно как-то все работалось. Тут, если в Якутске, например, я как делали какую-то, например, WhatsApp рассылку, да, или e-mail рассылку, Мгм. то тут все сильно в этом плане было сложно, как-то специфично, как-то непонятно было, с какой То есть стороны подарки подходить. тоже начали делать, Да, да? да, там, Ага. Покупали да. оптом конфету. Нет, мы, да, покупали. Кстати, и покупка оптом тоже была сложноватым делом, да, то есть тут мы выходили на оптовых каких-то дилеров, и они не работали Мгм. с мелкими предпринимателями. Это говорили они, идите в метро, там позакупайтесь, да. Пошли в метро. Пошли в метро, да. Купили Но конфеты. там не такая разница в цене, да. Ага. Вот. Там почти такая же цена, как в Ашане. Мгм. Ну и смысл тогда получается. Как бы потом мы сделали, у нас и уникальность была в том, именно вот в упаковке. Мгм. В упаковке подарочного Мгм. там, подарка, да, там именно в коробке, в индивидуальном дизайне там, и так далее. Ну и в целом как-то не получилось все-таки. Это сколько времени было? Это мы переехали где-то в районе весной переехали, осенью мы уже все лето разрабатывали продукт, осенью вышли и продаж не так много. Ну, там примерно в районе, если у нас в Якутии там сколько было, в районе 40-60-50 миллионов, да, Мгм. то в Москве это было, ну, 5, в районе 5 миллионов за весь сезон. То есть все равно какие-то результаты были, да? Ну, это не те результаты, Мгм. которые мы все равно, ну, там маржа очень маленькая была, Мгм. вот. Мгм. И мы все деньги просрали, так Мгм. сказать. Деньги, которые вы получили с Да. тех предыдущих Да, результатов проекты, из да, Якутии, да? да, Вы это все на лето, на да, разработку, на разработку, там, на на закуп. закуп, да, и на проживание туда-сюда, и все. Результат, который мы ожидали, он не очень такой получился. Не оправдала. Не оправдал, да. Да. Вот, потом тот партнер, он улетел, я остался один, да, Какой и месяц? это уже где-то январь-февраль, Мгм. вот, и я переехал тогда в квартиру уже, не в квартиру, там трехкомнатная квартира, и там сдавалась одна комната. Я вот в одной комнате был, и помимо меня там еще 4 человека живут, вот. Аренда в месяц уже 15 тысяч, и мне нужно было уже срочно что-то придумать такое, чтобы чтобы уже что-то сделать в Москве, да. Что потом? Потом и деньги совсем закончились, это ближе к март-апрель, да. И что тогда? Не оставалось выхода, и ушел в курьерскую службу, так скажем. И это в то время были пешкарики и достависта, Мгм. такие сервисы. Не было Мгм. там ни самокатов, ни Деливери, ни Яндекса. Наверное, бы я в Яндекс или куда-то туда устроился, Мгм. да, или там в Додо, например. Сейчас курьеры там очень неплохо зарабатывают, Мгм. кстати. Мгм. Они 100-150 тысяч в месяц
примерно делают. А тогда, так как таких сервисов не было, вот пешкарки и достависты, в день 500 рублей, 1000 рублей вот, зарабатывал. И это хватало на чисто питание, да? Это чисто питание, проживание, да. Питание, проживание. Да. Да. Вот. Потом что? Потом я нашел я изучил товарку, да, направление товарки, арбитраж трафика и реализовывал товары, которые мне не принадлежали. Сейчас как это называется? Ну, арбитраж, в общем, да. То есть я делал трафик через Авито Мгм. и продавал тот товар, который там у другого человека. И он оплачивал мне комиссию за заказ. Вот. Это вечернее время? Да, дропшиппинг называется. Ага, Сейчас. вечером, Да. то есть ты приходишь, Мгм. ага, с утра поработал, да, Да, вечером приходишь и начинаешь да. в маркетплейсе, да, то есть На работать Авито. на Да, Авито, да? Да, доска объявлений. Мгм, Вот. доска объявлений. Да, и публиковал в день тогда, наверное, объявлений 1000 Мгм. штук одинаковых. 1000? Да, 1000 объявлений одинаковых. И куда бы клиент не тыкал, он попадал именно на мою страницу, вот, на мое объявление. Ага. И я приводил людям этот трафик, вот, эти То есть заказы. есть такая прям схема, да? Да, бизнеса? схема, да. Вот, и опять-таки я выбрал сезонный товар, Мгм. чтобы быстрее реализовать, да, Мгм. и нашел туда инвестора, привлек. Инвестор тоже случайно появился как-то непонятным образом. Но Вот. там же очень интересно тоже, да? Через телефон или Через Инстаграм, да. через через Инстаграм Инстаграм. он тебе написал, и ты Да. же еще не обратил внимания же, да? Да, я не обратил. Ну, я думал, что это вообще бот Ага. какой-то. Как-то с ним заобщались, терять же нечего Ага. было. Я говорю, привет, как дела там? У меня вот такой проект примерно, а ты чем занимаешься? Он сказал, инвестициями занимаюсь, криптовалютой занимаюсь там. Говорит, и мне интересно там в сфере бизнеса вообще, как и ребята там работают. Я рассказал ему свой проект, и он вовлекся. Ага. Мы как-то с ним созвонились, да, и он вот это даже, Отправил. да, без договоров, без ничего, просто там 500 тысяч отправил. И на эти деньги мы как-то быстренько раскрутились. Вот. Сейчас с ним общаешься? Сейчас с ним нет, Ага. как бы нет такой необходимости. Мгм. Вот. Ну, раз в год, может быть, он узнает, что, как дела там. Мгм. Вот. А потом я уже ушел в направление Инстаграм. Но все-таки как бы не иметь товара и привлекать трафик просто, да, нерентабельно. То Мгм. есть ты как бы приносишь заказы, и за определенные заказы тебе оплачивают, но там все равно копейки. Как бы, да. Мгм. Лучше свой продать товар. Мгм. Вот. И я выбрал нишу одежды Мгм. вот, через Инстаграм. И все там закрутилось, Завертелось. да. То есть, публику как определил? Целевую аудиторию? Как начал? Тогда я познакомился с одной девушкой, Мгм. да, и вот с ней вместе, у нее уже своя какая-то аудитория была, Мгм. и подписчиков в районе там 3000, но очень активная аудитория была. Инстаграм в то время еще не так сильно развит был, Мгм. как она только начинала набирать обороты. В то время вот шоурумы вот только тоже Мгм. набирали обороты. И мне показалась это перспективной темой. Я сказал там, давай я через месяц сделаю 1 000 000 тебе. Да. А в то время эта девушка, она зарабатывала 1200-300 на себя. Мгм. Говорит, ну давай попробуем. И я вот как залил туда трафика, в течение месяца мы заработали там где-то в районе 2 миллионов рублей. И поделили. И поделили, да. А товар откуда брал? Садовод, Люблино, да. Да. Тогда еще тоже Люблино и Садовод, они только, об этих местах никто и не знал, можно сказать. И получается, здесь работники склада отгружают курьерам, Да, да? здесь принимают и ставят на палетах, все скачируется и отправляется на склад маркетплейсов. Вайберс. Да, Wildberries, да. Мгм. А это вот ваш личный Ну да. такой склад, центр как бы перемещения, да? Да, То есть распределительный центр. распределительный центр. А здесь что? Здесь приемка, Приемка идет, да? да. Это все товары. Это все товары, да.
Это из Китая, кстати, прибыло. Что-то Асан, вязаное, А можно симпатичное. открыть? Да. Да. Это что-то симпатичное, Давайте вязаное. откроем, посмотрим. Давай. Я, кстати, этот товар еще не смотрел. Это Да? с Китая прибыло. Там заказывали, да? Да. Вау! Туники. О, что-то летнее, Да. да? Сверх купальника одеть и по Турции. Да. Да, да, и тут вот, и здесь по размерам, да? Да, по размерам. Все XXL, XL, да? Да. Белые, черные. Все приезжает в таком виде, Ага. потом перепаковывается в такие коробки Мгм. и отгружается уже на склад. Получается, здесь сейчас такой фокус на летний товар. Сейчас пока что на летний, да. Мгм. Вот если так подумать, вроде бы ты заходишь в Вайберс, быстренько нажимаешь, очень быстро получаешь товар, да? А какая цепочка? Ну, вообще, там Вообще, просто получается, этот товар должен где-то производиться, сначала кто-то должен ее придумать, придумать, разработать. разработать. Лекала, технология, потом конструкторская тема, потом уже покупка ткани, потом отгрузка на фабрику, там краят, производят, пошив и отгрузка, проверка на качество и отгрузка. И это может быть, Потом вы мы сюда принимаем, принимаете. все пересчитываем, проверяем, а потом только переупаковываем в коробки и все. Целая цепочка. Вообще. Вроде бы было очень просто, да? Мгм, Ага, мгм. все, пришли, ага, в корзинку положили, купили и все. Да. Ага, еще же умудряемся возвраты делать, да? Да. Менять это Ну, в все. одежде очень большой возврат. Это примерно там 60-40% возвратов. 60-40%, да? 60-50 возвратов, да. Ага, и это же еще помимо этого транспортные расходы, да? То есть, Да, да. это и получается и СДЭК, и с Китая таможня, да? Да, там куча всего расходов разных. Первый бизнес. Это продуктовый магазин. Вот, в университете. На первом этаже в КТФ. КТФ? Да, КТФ. Как договорился с арендой? С арендой, ну, мне подсказали, что там скоро должен пройти аукцион Мгм, по этой площади. мгм. И как-то так открыл ИП и участвовал в аукционе. Вулка он проходил. Волка, да? Да, То есть прям оффлайн проходил или как проходил? да, оффлайн. Мы Мгм. прям там человек там 6 сидели и поднимали ценники. Ага, сколько было, Всё. Ну, помнишь? блин, за квадрат, по-моему, 10 тысяч, по-моему, было. Да. 5 квадратов, 50 тысяч рублей. Мгм. Я Пом- думал, блин, я тогда влип. Я подумал, для меня это тогда были большие деньги. Я Мгм. уже еще только университет заканчивал, Мгм. я был в 5 курсе, да. Но я получал стипендию и работал еще с медбратом. Не Мгм. медбратом, а ассистентом врача. Мгм. Зарплата тогда была, 30-35 тысяч примерно в месяц я зарабатывал. В Мгм. общей сложности там 1040, наверное, было. Мгм. Ну, И для тут студента это хорошо же. Ну, для студента это хорошо, но все равно мало. Вот, и я подумал, блин, 50 тысяч за 5 квадратов, сколько мне нужно продать здесь, чтобы что-то получилось, чтобы я окупился там. Мгм. Очень было страшно. И вложил я туда там первые 40 тысяч. Это продукты, да? Это продукты, да. Мгм. Я закупил, поставил киоск, и вот жду первые перемены. Ага. Там первая пара у них закончилась, и все там. В течение буквально там за 2 часа смели все продукты. Я закрыл киоск, поехал быстренько на Чернышевскую оптовую базу, закупился и снова приехал туда, да, и на второй и третьей паре тоже все закончилось. Я снова съездил туда в оптовый рынок на такси, обратно приехал и снова там на пятой, по-моему, паре тоже продал. И выручка за один день там, например, составила где-то в районе 50 тысяч рублей. Это было 50. вообще... Это был успех. Первый Да. успех, результат, Первый да? успех, да, Да. Да. Ну и в месяц это где-то в районе 1,2 миллиона, 1,5 миллиона где-то выручки было. Да, а Да. себе сколько оставалось? Ну где-то в 20, рентабельность примерно процентов 20 была. Мгм. То есть 200 тысяч ты зарабатывал, да, примерно? Да, примерно столько и зарабатывал. Мгм. С Ну, учетом. это же вообще... Да, я это- сам там продавал, Ага. сам закупал, сам мыл полы там, Мгм. все делал сам. Вот. Нет, а киоск-то за сколько ты сделал? Киоск, ну, сначала я там какие-то
поставил парты, Мгм. да, потом, когда деньги начали появляться, уже поставил там уже какие-то ограждения ставил, Мгм. и витрины, лавки, там все постепенно появлялось. Постепенно, да? Да. Ну, слава богу, что за аренду нужно было платить не сразу. Мгм. Это как здесь, в Москве, например. Да, в Мгм. Москве сразу там ты оплачиваешь первый месяц, еще за второй месяц Да, оплачиваешь. еще депозит может Еще быть. депозит, Да. еще и риэлтору там не дают. Да. Вот, и с вырученных денег уже оплачивал и аренду, и витрину. Мгм. Все сделал как надо. Да. Вот. А сейчас тогда вот этот путь, мы вспомнили первый старт, Мгм. ага, мы вспомнили самый кризисный момент, да, Мгм. в бизнесе, да. Мгм. А сегодня это какие у тебя обороты Мгм. и какая у тебя схема бизнеса? Ну, я уже работаю на маркетплейсе, Мгм. уже как 3 года. Мгм. Третий год уже проходит. Вот, маркетплейс, если кому непонятно, это платформа, сайт, Мгм. где ты размещаешь свои товары, Мгм. складируешь там их, да, и маркетплейс сам за тебя продает. Раньше было так. Сейчас уже ты туда привлекаешь трафик или там делаешь внутреннюю какую-то рекламу, и маркетплейс сам хранит и доставляет до пункта самовоза или до клиента. Вот. Моя же задача это просто поставить товар Мгм. в качественный и сделать там хороший крутой контент, который выделяется, да. Ну и все, как бы вот примерно такая схема работы. Мгм. Вот. Marketplace это Wildberries, да? Да, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. 3 маркетплейса, где мы работаем. Мгм. И Мгм. какой оборот годовой? Ну, больше миллиарда в прошлом Ну, году. больше миллиарда! В Да. прошлом году, да. Ага. И я знаю, что помимо того, что вот не только там товар, да, у вас еще есть производство же. Да, собственное производство, Мгм. ну, единиц, это в Бишкеке, в Кыргызстане, да. Мгм. Производим в районе 20-25 тысяч изделий в месяц выпускаем. Это собственный цех. А контрактное уже производство больше 150 тысяч единиц в месяц. Вот. Это блузки, юбки, платья, там, что еще, спортивные какие-то костюмы, там, и так далее. Кто разрабатывает модели, выбирает там, что нужно продавать? Вообще, кто этим занимается? Ну, я же пришел из Инстаграма в Мгм. Marketplace, Мгм. не с нулевыми знаниями, да, то есть я примерно уже понимал, какие там товары хорошо продаются, какие предпочтительнее, там, какая одежда больше, какая сезонность, там, и так далее, и так далее. Вот с этими знаниями я просто пришел на Marketplace, вот, Мгм. и поэтому мне было чуть-чуть легче с этим, Мгм. да. Опять-таки начал с сезонного товара, это были свитера с Мгм. оленями, вот, на маркетплейсах. Это года 3 назад уже, да, сейчас в 21 по-моему, году было. Вот. Кто разрабатывает? Разрабатывают дизайнеры Мгм. и проект-менеджеры, так скажем. Вот. Раньше это я сам разрабатывал. Я выбирал, анализировал конкурентов, и в том числе из знаний Инстаграма как-то уже примерно сам разрабатывал, а потом уже дизайнеры сами разрабатывают. В одежде, нише одежды, оказывается, есть дизайнеры, которые подбирают, знают тенденции, какой там рынок, и под российский рынок выпускают там одежду. Вот. Это на аутсорсинге или уже команда своя? Команда. Команда, Да, да? команда. Сколько человек сейчас? Ну, 100 плюс примерно. 100 плюс, да? Да, я уже перестал считать. Я уже не знаю примерно сколько уже. Да. Но мы сегодня находимся в офисе, да? Мгм. Сегодня воскресенье, поэтому так тихо, да? Да, да. Ага. В Москве сколько человек? Ага. Ну, какие здесь специалисты и сколько человек в Бишкеке? Москва, он является лишь сортировочным центром. Да? То Мгм. есть товар из Кыргызстана приезжает в готовом виде. Мгм. Его просто мы переупаковываем в коробки и отправляем на склад. Мгм. Вот. Ну, иногда храним здесь. Мгм. Вот. Здесь в Москве, ну, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Около 8 сотрудников. Мгм. Это чисто офисники, это менеджеры маркетплейсов, которые занимаются только отгрузками. Вот, на склад маркетплейсов. Все. А на складе сколько? Ну, человек, наверное, 10. Это тоже Москва. Да, это тоже там Мгм. сортировочный центр. Мгм. Вот. Это в основном переупаковщики. Там только считает количество, и все. И переупаковывается. Мгм. А Кыргызстан? А в Кыргызстане там уже основной штаб. Мгм. Там на складе, наверное, работает где-то человек 30. Мгм.
Там же есть fulfillment, который упаковывает товар, проверяет на качество, там, на количество и отправляет в Москву. Мгм. На фабрике работает человек, наверное, 40-50, и в главном офисе где-то человек 60, наверное. Как пришла идея открыть производство свое? Какие были шаги? Мгм. Сколько лет это шло? Ну, сколько времени это шло? Открывать самому производство достаточно непростая задача, Мгм. и поэтому мы нашли, у нас же объемы, как бы, да, у Мгм. нас очень большие были объемы, и мы контрактно сами размещаем, и нам ничего не стоит просто как бы разместить часть большого объема на производство, да, Мгм. на фабрику. И там был один владелец фабрики, турок. Мгм. Мы ему говорим, мы тебе дадим простейшие изделия, который будет давать тебе объем там 30 тысяч единиц в месяц. Мгм. Просто давай 50% нам, Мгм. учредительского состава, мы тебе дадим объем на год вперед. Ничего оплачивать не будем пока что. Вливать туда денег тоже пока что не будем. Ну вот заказ, и давайте 50 на 50. 50 на 50. Это же захват! Ага. Вот, и он согласился, Ага. мы вступили туда, в состав. Да. Это в Турции тогда? Нет, это в Кыргызстане. Турок в Кыргызстане? Турок, да. Мгм. Владелец был турком. Мгм. И мы разместили туда часть нашего объема. Мгм. Вот. И хотели посмотреть, как вообще... Было интересно, потому что как бы фабрика, если мы будем сами производить, это зарабатывать мы будем примерно 70 сомов рублей, да? 70-80 рублей будет с одного изделия. Мгм. И если мы будем размещать там 30 тысяч, это экономия в 2 миллиона. Плюс мы будем контролировать и развитие фабрики, будем контролировать и качество и Мгм. тому подобное. Но Вот. для него это сразу большой объем, который Да. стабильный объем, да? Да. Ага, Стабильный большой объем Мгм. со стабильным заработком. Мгм. Вот. Но как-то так заработались. Потом нам стало с ними неинтересно. Мы сказали ему, давай мы просто выкупим часть, уже половину. Как бы. Ну и он продал за символичную оплату. За Вот. символичную За оплату. символичную оплату, да. Но он там накосячил Ага. кое-что. Мгм. Где-то забракованных 10 тысяч изделий Мгм. было. Это большая сумма. Мгм. Мы говорим, либо исправляешь, оплачиваешь полностью, либо как бы ты выходишь с небольшой доплатой. Он согласился выйти с небольшой доплатой. Да. Ну, то есть у него были, наверное, другие бизнесы, да? То есть это не столь интересно ему, как Ну да, бизнес, да? да, То есть... да, Мгм. вот. Мгм. Интересная Но история. потом как бы Ага. мы поняли, что иметь свою фабрику это там очень много времени, внимания, сил и ресурсов уходит. Мгм. Вот, и как бы мы не стали дальше так, как-то открывать другие фабрики там и так Мгм. далее. То есть сейчас имеете одну фабрику. Да, нас Мгм. это вполне, в принципе, устраивает. Мгм. Сейчас, когда ты говоришь про «мы», это кто? Это сколько партнеров? Это как эта история развивалась? Ну, я с ИСой начинал. А? С ИСой. ИСа – это мой партнер, Мгм. да, он занимается юридическими, финансовыми отчасти, да, Мгм. какими-то кадровыми вопросами. А я занимаюсь именно продажами, маркетингом и продуктом. Где познакомились? Сам тоже из Якутии, Мгм. вот, и нас познакомил как раз-таки тот партнер, который улетел в Якутск. Ага. Вот. И он нас познакомил. Мы, кстати, сначала, как познакомились, я у него уже сидел в офисе, да, Мгм. какое-то время. И какое-то время даже у него работал. Мгм. Вот. Это в Москве, да? Это в Москве, да. Мгм. А он поставлял книги для международных учреждений Мгм. и школ, там, детских садов и так далее. Мгм. Вот. То есть как наемный сотрудник, да? Да, Ага. да. И плюс арендовал офис. И плюс арендовал офис, да. Ага. Ну и сам торговал в маркетплейсе, да? То есть... Сам торговал вот именно подарками, Ага. Авито, там, и так далее. Ну, мне нужно было место, где я не чувствовал депрессию, да, Ага. в том доме я Ага. чувствовал дичайшую депрессию, потому что там просто ужасная обстановка там и так далее, да, и поэтому мне нужно было смена обстановки, и вот у него сидел в Мгм. офисе, арендовал, так скажем. Мгм. А как вы договорились, давай вместе
делать, сколько нужно там, давай будем вкладываться, и вот какая была первая идея? Ну, когда у меня вот с Инстаграмом все сложилось, Мгм. и начал в одежде хорошо продавать, я уже ушел от него, да, Мгм. и уже там в собственном офисе сидел. А мы вот именно в этом бизнес-центре, Мгм. на этой территории неподалеку я сидел, да, Мгм. арендовал офис. Он был где-то в метрах 100, я там в своем офисе. И мы друг друга ходили там, чаевничали. И он смотрел-то весь объем, который я сделал, да, и довольно быстро у меня получилось. И он смотрел, что и говорил, что у меня очень неплохо с продажами. Мгм. Вот. И выручка даже превышала, чем у него, да, и у него чуть-чуть было сезонное тоже, да, там начальные школы там и там конец. Потом как-то сидим кальянный, курим, и я говорю, вот я хочу на маркетплейсы. Он говорит, я же тоже продаю по чуть-чуть на маркетплейсах. Вот. И он мне показал, как все маркетплейс, ну что такое маркетплейс вообще, и как он работает. Он показал схему работы. Мгм. И мне тогда показалось это вообще революционной идеей. Мгм. Вот. И я говорю, все, супер, я захожу на маркетплейс. Он говорит, погоди, я могу, ну давай в партнерстве, ну он предложил. Мгм. Давай в партнерстве, просто я могу обработать весь твой заказ. Как бы, да? Потому что когда я занимался вот именно Инстаграм-магазином, у меня был хаос, да, как бы огромные продажи, но не мог переработать свой же объем. Мгм. Продаж было очень много, но при этом нужно было следить за наймом сотрудников, за выходными, там, туда-сюда, за отгрузками и так далее. И я ему об этом говорил, что вот у меня проблема с обработкой заказов моих. Вот. А он говорит, давай я помогу тебе и вместе будем работать на маркетплейсах. Ты занимайся только продажами, я буду заниматься там всем остальным. Вот. И что мы там сняли помещение небольшое, опять-таки квадратов там 10-15. И это помещение там быстро стало маленьким для нас. Ага. Переехали еще в другой офис, там, квадратов 100, и он стал тоже маленьким. В общем, очень быстро росли. Это какой год? Это 21-22. 21, 22, да? Да, И сегодня 23, 24 это уже такие, когда вы да, большие, да. вышли на объемы большие, да? Мгм, То есть мгм. получается 3 года, Около 3 лет, да. около 3 Вот лет, сейчас да? 3-й год идет. Мгм. Со старта вашего партнерства. Да, да. Мгм. Вот. Очень быстро, очень Да. вообще история, конечно, вообще вдохновляющая, да. Мгм. И я поняла, вот когда и тогда с Джоустаном смотрела, и сегодня общаюсь, твоя Мгм. сильная сторона это аналитика, да, Аналитика, да. да, и маркетинг, Маркетинг, да. да, то есть продажи это маркетинг, Да, 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 да. да. Где ты этому прокачался? Ну, наверное, в подарках больше. Да, потому что- Подарка? да, ну, там, знаете, как бы там такая специфика, что Мгм. если ты не продумаешь свой продукт, Мгм. да, и ты можешь упустить сезон. То есть у меня был всего лишь один шанс, да, чтобы сделать продукт таким, чтобы от него невозможно было отказаться. И если пропустить этот шанс, да, то есть окно быстро закрывается, ну, Мгм. сезон закрывается Мгм. просто, и все. Вот, поэтому мы даже около полугода разрабатывали и работали над одним и тем же продуктом. Когда говоришь, работали над одним и тем же продуктом, это, то есть Это над это упаковкой, над коробкой, над коробкой, да, да, упаковка конфет, да. да. Ага. Это текст продаж, да? Это Ну, про... нет, это там нужно показать, чтобы понять. Да? То Мгм. есть в коробку, как я вообще думал? Я думал, Мгм. что плохо же, когда коробка выбрасывается после Мгм. Нового года. Я Мгм. хотел, чтобы этот продукт, вернее, коробка использовали. Ну, то есть после Нового года. И там были настольная игра на обратной стороне, да? Там были дополненная реальность. То есть можно было сфотографироваться здесь с Чесханом, да? То есть Мгм. не выходя из дома. Там просто сканируешь на коробку, и он на камеру выходит, да, и можно было фотографировать с ребенком там, да. Там было приложение, где были сказки, игры там и так далее, которые именно вот взаимосвязь с этой коробкой была. То есть именно вот благодаря этой коробке ну, были такие большие продажи. Вот. Тогда инсайт вот этого старта, что было, что сделать такой продукт, от Да, которого да, невозможно отказаться, да? да, 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 Ага. да.
и на этом делать продажи. Да, и, конечно, я получил опыт оттуда. То Мгм. есть я сначала анализировал весь рынок, который есть по новогодним подаркам, Мгм. всех конкурентов, которые были, их уникальные стороны, и на основании этих конкурентов я уже делал упаковку этого продукта. А после этого новогоднего подарка я ушел уже в Авито, Мгм. и там же опять-таки те же схемы. Это изучение, анализ конкурентов Мгм. и составление уникальных сильных сторон, ну и контент, и все такое. А вот сейчас, когда, ну, marketplace, они же там огромное количество участников, да, ну, Мгм. предпринимателей, да, Да-да, то есть продавцов. люди вкладываются и теряют деньги, да, то есть Мгм. в чем уникальность ваших продуктов? На маркетплейсах очень сильно зависит от цены. Мгм. Вот. И когда мы сначала закупались на рынке, Мгм. да, мы понимали, что мы не конкурируем только ценой, потому Мгм. что одинаковые товары. Продавец, то есть мы же Мгм. продавцы и, на маркетплейсах, и остальные продавцы, они приходят и покупают там же, с той же точки, где ты покупаешь. У вас получается плюс-минус одинаковая Мгм. цена. И вы конкурируете с ценой просто. Мгм. Да? И я думал, а что если я буду покупать у самого производителя, а в будущем даже самому производить, тогда я буду отличаться ценой очень, как бы, значительно, да. Вот, и мы ушли из рынка в Кыргызстан, потому Мгм. что основная часть именно вот платьев, блузок, это все кыргызстанская линия была Мгм. тогда. И мне было интересно, вот раз эти продавцы сидят, продают на Люблино, да, Мгм. на рынке, они же аренду платят продавцам своим оплачивают, это же большой расход. Там аренда как бы 1,5–2 миллиона в месяц, да, одна маленькая точка, квадратов там, не знаю, 6, да, означает, что они довольно-таки нормально накручивают на Мгм. свои товары. А что если я сам туда поеду и буду заказывать напрямую у фабрики? Тогда у меня будет большая экономия. И, конечно же, гипотеза подтвердилась. Мы, значит, если платье там стоило 800 рублей в Люблино, да, оптом, Мгм. то в Кыргызстане это было 600 рублей примерно. Экономия на 200 рублей. И что, мы потом нашли производителей, размещали там заказы. Потом оказалось не так-то и радужно все, потому что кыргызстанцы, они, конечно, такой добрый, там, такой душевный народ, Мгм. гостеприимный, да, но у них из-за резкого скачка в Валбризе, да, очень мало, швейная промышленность не была готова к этому, да, с такому потоку заказов. И, конечно, там же очень много разных цехов, которые только открываются и берут заказы, и почти не умеют шить, Мгм. да. И нам пришлось, мы столкнулись с тем, что было очень много браков, Качество да, страдало, качество очень объемы сильно, не да, 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 выдерживали, да, да? да, да. Они говорили, что да, да, мы вам отошьем, а в итоге не отшивают там, да, и делали большие браки и так далее. И нам Мгм. пришлось привлекать специалистов с Москвы для того, чтобы мы там как-то, чтобы для качества, да, заново учили цеха, настраивали линии, самому пришлось разбираться во всем этом. Ну и все-таки получилось, да, получилось, но тем не менее нам все равно сложно на Мгм. кыргызстанском рынке. Вот Китай вот в прошлом году открылся, Мгм. и с китайцами очень проще, гораздо проще работать. Сейчас в Китае тоже размещаетесь? Да, сейчас в Китае тоже размещаемся. Но мы хотим половину объема уже перенести на Китай. Правила офиса. Приходи на работу только в хорошем настроении. Работа, работай, а обед по расписанию. Каждое утро доброе, оно не виновато, что ты не выспался. Ценить свое и чужое время. На- Береги офисную технику, даже если она не бережет твои нервы. Начальник всегда прав, написано. Начальник всегда прав. В мешках. Да, это все приходит в таких мешках. Мгм. Мы их раскрываем и пересчитываем количество. Каждый раз, когда я погружаюсь в любой там бизнес, да, ага, сразу, знаешь, такое, боже мой, сколько труда, сколько человеческих ресурсов, да, для конечного потребителя Мгм. должен пройти любой продукт. Ну да. Да, вне зависимости, пусть это будет одежда, то, что мы кушаем, покупаем в магазине, мебель и так далее. Да. Ребята, Мгм. бизнес это вам не поле перейти, да? Да. Вау! Летние кофточки, девочки. Мгм. Так, посмотрим, где отгружено. Так.
Калмыкия? Калмыки. Максим, ты представлял, когда работал курьером, что вот такой будет склад? Нет. Нет? Примерно понимал, но в деталях нет. В деталях нет, Да. да? Какие сейчас ощущения, когда заходишь и видишь все это, Ну, для меня это просто цифры. цифры? Цифры на экране, да. А так я мало здесь бываю на складе. Просто я Мгм. смотрю, что через склад там проходит 150-200 тысяч изделий, да, и в месяц. Мгм. Ну, как бы, ну, окей. как бы, просто цифры. Просто цифры. Да. Да. Вот когда с тобой разговариваю, я понимаю, что ты человек масштаба, да? Мгм. То есть ты даже, ну, причина ухода с Якутска– это ограниченный рынок, да? Да, ограниченный Значит, да. в объеме. Скажи, какая миссия тобой движет и какая цель, Мгм. которая вот так ярко тебя манит? Э, Ну, это очень хороший вопрос, да, потому что в последнее время у меня большие внутренние изменения, Мгм. да, в мышлении, именно вот как раз-таки в целях, да. Мгм. Мне Исаак говорил, что вот куда мы идем, он спрашивает всегда, куда мы идем, какая у нас цель. Я говорю, большая масштабная компания, которая имеет свою капитализацию. Именно большая компания и большая команда может выжить на маркетплейсах, когда, ну, на этом быстрорастущем рынке, чтобы никакие изменения для нас не были страшны, да, чтобы там китайцы не приехали, не отжали там и так далее, да. И для этого мы стремились именно с такой целью построить большую компанию, большую команду, которая будет прогрессировать из года в год. Мы построили такую компанию. А что дальше? Вот. Оказалось, что еще вот такой момент, что меня часто спрашивают, какой личный доход. Да. Да, да, да. Личный доход, он небольшой по соотношению с той компанией, которая сейчас есть. Мгм. Да? И я говорил, что за прошлый год я, по-моему, 25 миллионов примерно на себя вытащил. Мгм. Да? Я считаю, что это мало. Мгм. Ну, компания же больше миллиарда как бы, Мгм. да, Мгм. приносит, продает. И Мгм. как бы, а где доходы, да? Мгм. Потому что есть очень много разных примеров, и ребят, которые не имеют такой большой выручки, имеют маленькую команду, Мгм. к примеру, как этот офис, там, человек 7 сидит, но у него выручка там по году 300 миллионов, да, допустим, а личный доход больше 10 миллионов, например. У меня есть такие друзья на Мгм. маркетплейсах. Мгм. Я говорю, смотрю на них и думаю, блин, а они увеличивают личную капитализацию. Это Не, как? не капитализацию компании, а Мгм. личную капитализацию. Когда капитализация компании имеется, это, конечно, хорошо. Но это практически, когда компания большая, она становится уже не твоей. Мгм. Она как бы твоя. Это компания сотрудников, да, потому что они там уже работают. Ты их не можешь просто так взять и уволить, получается, да. Ты не можешь просто взять вот по щелчку и продать компанию. Мгм. Понятно, если это ну, как бы у тебя акции там и так далее, то да. Это нужно долго договариваться с инвесторами и так далее, и так далее. Ты не можешь просто так взять и выйти из этой компании, да. То есть компания становится бесповоротной машиной, который уже как живой организм уже сам работает. То есть я, например, я практически сейчас как бы не захожу в свою компанию, я вот даже не знаю, кто здесь работает, да, например. А это уже как бы как живой организм, уже как бы сама работает, сама нанимает людей, сама увольняет и так далее. И не могу зайти просто так в свою же Мгм. компанию и сказать, например, мне на следующей неделе нужно 5 миллионов. Ага, сейчас. Там. А у нас же финансовое планирование у нас есть. У нас на следующий месяц запланированы расходы на квартал, на год там, и так далее. Поэтому сильно заранее нужно все говорить, если ты хочешь для себя экстренно вытащить. То Вот. есть, получается, деньги все в оборотке. Они в оборотке, да. Это в товаре. Да. Вот, например, почему еще по одной причине, Ага. почему я так мало вытаскиваю на себя, Ага. потому что компания сильно быстро растет. Из-за того, что чем быстрее рост, тем меньше у тебя как бы Ага. прибыли. Да. Ты всю прибыль вкладываешь обратно в оборот, Я это в понимаю. развитие, Да. там, в сотрудников, Прекрасно. и все как бы. Ага. Остается совсем немного. Мгм. Вот, и сейчас у меня такое переосмысление, думаю, блин, все-таки Иса был прав, надо было поставить цель изначально. Какая, да, цель? Если бы Мгм. я поставил личную капитализацию, Мгм. сейчас бы совсем по-другому работали. А изначальная цель была поставлена там
капитализация компании, большая команда там, и так далее, профессионалов и так далее. Это было сделано, но личная капитализация была забыта, так скажем. Вот, поэтому сейчас какая цель? Мгм. Наверное, сейчас цель это больше как личная капитализация. Мгм. Я сейчас уже отхожу от своей же компании немножко, да, Мгм. и там оставляю ИСУ, и он будет управлять уже этим направлением. Мгм. Вот. Я хочу уже сейчас построить еще много разных компаний Мгм. совместно с какими-то партнерами или проект-менеджерами, Мгм. и буду управлять через них, да, и наращивать личную капитализацию. Мгм. Вот. Это вот пока что ближайшая моя цель. Максим, огромное спасибо, что ты Мгм. сегодня показал часть пути, Ага. который ты проходишь, показал нам, рассказал, поделился. Это на самом деле реально невероятная история, где мы видим силу духа человека, предпринимателя. Я желаю, чтобы та цель, большая миссия, Ага. которая тобой двигает, обязательно в скором времени реализовалась, и потом еще появилась другая. Да. Спасибо, спасибо, Ага. Максим.